Как экономически развивать страну, при этом не нанося вред окружающей природе? Как воспитать разумное поколение, которое будет думать о будущем и заботиться о природе? И какие простые методы позволят снизить нагрузку на окружающую среду? Об этом будем говорить с экологом Майей Цибулевской. Майя, во-первых, хочу поблагодарить за то, что нашли время поговорить. Тема, на мой взгляд, очень важная, и, как мне кажется, мы пока не до конца осознаем, какие проблемы сейчас есть у нас, потому что, сейчас не до этого всегда, да. Давайте для начала поговорим о том, какие бы вы со своей стороны выделили бы главные экологические проблемы в Абхазии. Абхазия – это страна, которая живет, конечно, не в отрыве от всех остальных стран. Проблемы экологии нам тоже не чужды. И невзирая на то, что мы, как страна, считаемся достаточно экологически благополучной, но тем не менее вот эти страшные последствия глобализации, да, не совсем разумного отношения человека к природе, такого вот одноразового, я бы сказала, привели к тому, что и в нашей стране мы сталкиваемся прежде всего, это, конечно, проблема, это изменение климата, которое мы, как обычные люди, допустим, не ощущаем в полной мере и сразу, если это, конечно, касается каких-то легких температурных колебаний, условно, но когда мы видим изменение количества осадков, да, мы понимаем, что шквальные дожди, ветры и прочее, и по факту мы видим эту картину уже как бы существующую вот здесь и сейчас. Главная проблема в чем? Перепады температуры, не перепады, а изменение температурного режима. Что еще? Какие проблемы? Выпадение осадков у нас изменилось. Это могут люди почувствовать, чуть ли не каждый человек из нас. И плюс ко всему, конечно, существует проблема обеднения и вообще проблема, связанная с сохранением биоразнообразия. То есть невзирая на то, что в нашей стране вроде все благополучно, все хорошо, но то, что антропогенная нагрузка постоянно растет, а мы страна все-таки, которая может гордиться тем, что мы являемся мировыми лидерами по тем запасам территорий, которые отведены под нацпарки и под заповедники. Соответственно, это должно стать каким-то приоритетом на уровне государства, как и каждого из нас. Потому что если мы говорим о государственной политике, о направлениях, то здесь нужно сказать, что проблема экологического воспитания, мышления, которая рождена всеми проблемами, существующими на сегодняшний день, она должна стать остро приоритетной, по большей части. И, конечно же, хотим мы этого или нет, но каждый из нас, будь то эколог, не эколог, да, на любом уровне видит проблему твердых отходов. Природа сама может восстановиться, имеет такое свойство, да, такой потенциал, но человек должен помочь, а для этого человек должен понимать, осознавать проблемы и быть готовым их решать. Давайте поговорим о том, как воспитать осознанное поколение, экологически ориентированное поколение. По поводу того, что человек – это мощнейшая сила, говорил еще Вернадский. То есть он предрек существование биосферы в том виде, который мы сейчас наблюдаем. Это ноосфера. То есть это как бы сфера разумной деятельности человека. И, как говорил Вернадский, что человек станет мощнейшей геологической силой, способной творить историю Земли. Но Вернадский, скорее всего, это говорил с точки зрения, по большей части, такого конструктивного подхода к природным ресурсам, к сохранению разнообразия и так далее. Но на сегодняшний день вы видите, да, что ситуация просто крайне двояко выглядит. То есть, с одной стороны, есть группа людей, которые действительно, не жалея себя, своей жизни, всех ресурсов, идут на то, чтобы мы сохранили природу хотя бы в том виде, который есть сейчас.
Часть людей понимает, что все это нужно будет использовать только с учетом того, чтобы получить определенную какую-то выгоду. И человек растущий сталкивается с тем, что он, с одной стороны, живет в условиях «мне нужно сохранить природу», с другой стороны, «мне нужно как-то заработать, а заработать я могу вот таким путем». И вот этот вот диссонанс вызывает вот эту вот ригидность с возрастом у людей. И здесь единственный выход в том, чтобы постепенно ребенка с дошкольного возраста взращивать в культуре того, чтобы он чувствовал связь с природой прямую, прямую крайне обязательно. И если мы говорим о том, как воспитать разумное поколение, то я бы сказала, по-другому вопрос немножко поставила. Как воспитать осознанное поколение? Потому что мы говорим детям, допустим, на своих уроках о том, как важно сохранить зеленые растения, как важны те или иные виды животных, да, те же бактерии, лишайники, которых мы не видим. Но по факту мы не раскрываем полной связи организмов между этими, скажем так, кластерными подразделениями. И та парадигма, которая складывается у ребенка на сегодняшний день, он действительно немножко в таком смятении. Поэтому здесь задача работать так: человек, природа и общество. Хотим мы этого или нет, но только в такой связке мы можем что-то построить. Хорошо, значит, в школе недостаточно внимания. Вообще школьная система образования устроена таким образом, что недостаточно этому вопросу уделяется внимание. И мы получаем вот на выходе, да, уже взрослого человека, который не до конца осознает. Я бы сказала, что да. Потому что о тех проблемах, о которых мы говорим в школе на уроках, есть такой раздел в 11 классе, во 2 семестре, это экология. И там рассматриваются общие механизмы того, что такое экология, там, понятие экосистемы, биогеоценоза, стабильности и прочее. Но на локальном уровне редкий учитель вообще это рассматривает на уроке. И здесь, знаете как, дело, скорее всего, в программе, которую мы не трансформируем под те национальные потребности и особенности, которые есть у нас здесь. И по большей части, если спрашивать детей об экологических проблемах, то они будут глобализировать это все. То есть говорить о том, что там проблема в Мировом океане, проблема сохранения амазонских лесов и так далее. То есть где-то далеко Да. эта проблема нас не касается. Понятное дело, что это все нужно, важно, но здесь, сейчас мы не знаем о своих проблемах вообще в той мере, в которой должно быть. И поэтому благодаря тому, что есть такие образовательные организации, которые делают эту деятельность, знаете, как вот как бойцы невидимого фронта, потому что по-другому не скажешь, и нивелируют вот эти вот такие вот пробелы, которые существуют в структуре образования, я имею в виду естественных наук. Вот благодаря им мы каким-то образом выводим экопросвещение на должный уровень. Но достаточно ли этого? Вопрос. Многие сейчас, вот когда слышат, да, про проблемах экологии, различные там организации поднимают вопрос там, в защиту, там, нужно срочно спасать дельфинов или нужно срочно спасать там леса. Некоторые считают, что вот таким хайпом, да, отдает немного, что это вот такой новомодный тренд быть экологом, быть активистом. Вот как вы к этому относитесь? У меня вообще такое вот двоякое отношение к этому, потому что, с одной стороны, люди зачастую информацию искажают. Потому что для того, чтобы говорить о экологических проблемах, последствиях, кризисе, да, если мы говорим на уровне такого вот масштаба планетарного, то здесь нужно элементарно иметь точные, базовые, я сейчас не говорю о каких-то узких научных направлениях, но базовые понятия. И с дельфинами, и с вырубкой лесов, и с сохранением водных ресурсов. Надо быть крайне аккуратными. С отдельной точки зрения я могу сказать спасибо тем людям, которые не проходят мимо, да, которые занимаются тем, что не просто мимо прошли там, допустим, мусорной свалки, да, или проблема того, что начинают ловить рыбу там в период нереста в горных реках, хотя нельзя этого делать.
То есть они каким-то образом выражают свою беспокойность. И хорошо, что такие люди есть. Но самое главное, чтобы направить это в такое вот созидательное русло, но для этого должно быть все-таки больше информации у человека, да, больше достоверной информации у человека, которую можно будет не просто услышать, а которую можно будет и нужно будет правильно переварить. Но с другой стороны, может быть, как раз вот осознанное поколение, о котором мы говорим, оно вот-вот зарождается, появляется. Вот есть такое выражение, что одна ласточка не делает весны. Но я все-таки придерживаюсь другого выражения латинского, да, то, что капля точит камень. Не силой, но частым падением. И подрастающему поколению действительно досталась такая задача совершенно удивительная. То есть они супергерои, можно сказать, потому что, живя в тех условиях, в которых мы живем сегодня, я имею в виду на планете, нашей удивительной красавице Земле, мы понимаем, что какие-то вещи невозвратны. Но тем не менее их задача в том, чтобы, во-первых, понять, что да, проблема есть, да, ее нужно решать, и решать ее нужно всем вместе. И тут возникает вопрос, насколько правильные проводники будут у этих людей. То есть кто протянет эту нить от незнания к четким знаниям и к действиям. Давить на ребенка совершенно бессмысленно. Потому что если мы даже берем подрастающее поколение, вот подростки, да, именно вот такой возраст, пубертантный период, то они немножко, так в силу специфики своего возраста, воспринимают немножко в штыки все. Тут легко работать, знаете, вот с младшим школьным возрастом и даже с дошколятами. Вот вы удивитесь, но дошколята, да. Пример в семье. Допустим, в школе сейчас пока это слабо развито, вот это направление пока не является таким приоритетным, скажем так. Но в семье, как это можно воспитать в семье? То, что у нас нет такого приоритета на государственном уровне, это боль. Если у нас станет такой метанавык, как экологическое мышление, базовым, хотя, вот, кстати, в повестке WorldSkills 21 века у нас именно экологическое мышление является одним из самых важнейших навыков. То есть понятно, что мы должны знать математику, мы должны знать язык и прочие предметы базовые в школе. Но если человек не понимает, что его жизнь, его здоровье, его заработок напрямую будет зависеть от того, как я сохраню все вокруг, он не сможет построить свою жизнь. И то, что мы сейчас говорим именно о том, откуда это должно быть. Семья здесь является базой. Закрывать кран, когда чистишь зубы. Совершенно верно. Свет выключать, да. То как мы можем это говорить детям, если сами этого не будем делать? А так как семья — это такой микроклимат, микровселенная, то по большей части лепка ребенка идет из семьи. И вы интересную фразу сказали по поводу того, что экологическое мышление, оно напрямую связано с нашим заработком. Давайте поговорим как. Особенно Абхазия, которая себя позиционирует как туристическая страна. Абхазия, конечно, удивительная страна. Я горжусь, что я родилась и выросла здесь. И тем не менее у нас, невзирая на то, что благополучно все, спасибо, но у нас все равно придет когда-то время такое, возможно, я стану там глубоко бабушкой, и когда мы увидим, что да, вот это мне нужна чистая вода, но у меня недостаточно средств для этого. То есть вода станет приоритетом. Дай Бог, чтобы такого не было. Но то, что сейчас экономика напрямую зависит от тех ресурсов, которые щедро предоставляет окружающая среда, это просто незыблемое правило, которое понимает даже школьник, младший школьник. Потому что экономика страны будет страдать от лесных пожаров, от неконтролируемого разлива рек по нашей же человеческой вине, от того, что идут истощения ресурсов, которые могут нам предоставлять, скажем так, живой корм, и плюс здоровье. То есть государство тратит на здоровье человека определенные деньги. Да? Мы все знаем, что нас лечат государство, обучает государство и так далее.
И если будет ухудшаться окружающая среда, напрямую это будет сказываться на здоровье человека. Поэтому часть организаций, они, я думаю, что уже в силу того, что стали взаимодействовать с нами, с экологами, приходят к тому, что это не просто некая блажь, допустим, там модный виток, а это то, с чем мы сталкиваемся. И сейчас на строительство любого комплекса, гостиницы, либо там какого-то развлекательного учреждения, неважно, что любой строительный объект, он нуждается в том, чтобы была дана грамотная, качественная, объективная экологическая экспертиза. Только второй вопрос, выполняется ли это по предписаниям или нет? В России тоже отказывается постепенно от пластика. Весь мир от пластика пытается отказаться и переходит на другие виды тары. Но Абхазия пока этот вопрос такой не встает. Мы говорим о туризме. Помимо того, что это вопрос здоровья, экологии и так далее, туристы приезжают к нам пока потому, что сервис у нас невысокий, мы это признаем, потому что у нас экологически чистый край, у нас чистое море, у нас леса, у нас хорошая вода, у нас чистый воздух. И поэтому, мне кажется, вот эта экономика, она напрямую связана с тем, что нам дала природа и какая у нас сейчас экология. Вообще такое понятие, как зеленая экономика, должна быть просто прописана в любом учебнике, который так или иначе сталкивается с понятием экологического образования, мышления и в принципе с экологией. И здесь дело даже не в том, что нам это выгодно было бы, нам это нужно. Потому что, к нашему счастью, наша страна очень богата всеми видами природных ресурсов. Как вы уже сказали, от воды до лесов и так далее. И здесь именно в приоритете развитие правильного экологического туризма. Не просто там абстрактного понятия, когда мы выводим на природу людей, говорим, вот это удивительная карстовая пещера новоафонская, там хвастаемся ей, да, гордость есть, но в душе что мы должны чувствовать? Действительно какую-то неподдельную гордость, или она должна быть настоящей, за то, что мы сделали все то для того, чтобы туризм вывести на уровень экологического туризма. И сейчас в проекте Апсабары есть экологическая тропа. То есть это серьезный такой проект, который осуществляет работу в этом направлении. Поэтому еще раз говорю, от того, что мы занимаемся выходом в окружающую среду, там в нацпарке, либо в заповеднике, в Мюссеру едем и так далее, это не значит, что у нас экологический туризм. Экологический туризм — это целое сознание человека в прямой связке с экономическим составляющим государства. А возвращаясь все-таки к поколению, детей, как их воспитать? Вот вы работали, у вас есть опыт работы в школе, и работаете в университете сейчас. В школе результат больше увидишь. Потому что дети, как я уже сказала, они более контактны, они к тебе тянутся, но тут очень тонкий такой момент. Если ты своим примером не показываешь то, о чем ты говоришь там, на уроках, на лекциях, на мероприятиях, то грош цена вообще твоей, так сказать, условно настоящей работе. Поэтому, работая в школе, я видела результат чуть больше, потому что мы высаживали самшит, ездили, да, там очистка берега моря, то есть на таком базовом уровне. Мы ходили в Госэкокомитет по экологии и природопользованию, где мы в АГЦМ посмотрели, как качество воды проверяется, да, как проводится, здесь в университете есть лаборатория почвенного анализа, как делается этот вид анализа. И тем самым, почему я говорю о почве, о воде, да, о среде ресурсов наземно-воздушных, потому что если мы покажем детям только проблему с чистой водой, ну откуда проходит проблема чистой воды? Это человек, это определенные условия и так далее. Но когда мы показываем в связке, что от грязной воды будет портиться то-то, 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 то есть складываем воедино вот эти пазлы, мы тогда только увидим результат. А работая в университете, все-таки воспринимаешь студентов как более такую разумную часть подрастающего поколения, где они уже могут самостоятельно не только информацию получать, но и обрабатывать ее.
Но даже здесь, среди студентов, даже нашего факультета, биофака, есть такая проблема, когда дети очень поверхностно, ну, студенты, да, очень поверхностно воспринимают ту или иную вещь. Какие вот простые методы даже для нас, для взрослых, да, которые мы неосознанно эти ошибки совершаем каждый день у себя дома? Какие вот самые простые методы могли бы позволить снизить нагрузку на окружающую природу? Вот что бы вы привели бы в пример? Помните, был такой фильм очень чудесный «Гости из будущего»? Алиса Селезнева, да? Где она, эта инопланетянка, прилетела, и вот там был такой вот, песня ее была, да? И слова мне очень сильно впали в душу еще тогда. А что сегодня и для завтра сделал я? Вот если мы попробуем задаться этим вопросом, мы, возможно, посмотрим иначе на то, что в наших чашках такая качественная, вкусная вода, то, что небо такое удивительно голубое. Только приезжаю в Абхазию обратно и понимаю, что, боже, какая прелесть, какая природа, какие леса, что мы не прикладываем особо каких-то усилий, чтобы это все было. А нужны ли нам в таком количестве те или иные вещи? То есть разумно подходить к покупке вещей. И, конечно, разумное потребление ресурсов. Свет, просто включенная лампочка. Ты уходишь, выключи свет. Кстати, не все понимают, как гидроэлектростанция, которая как бы нет выхлопов там, не знаю, какого-нибудь. А у нас в любом случае, в любом виде деятельности существует понятие экологического следа. Если мы будем говорить о более узком явлении, это углеродный след. Так что углеродный след, он уже появляется с момента рождения человека, базово наше дыхание. И здесь еще ко всему прочему мы, конечно, должны понимать, что лучше отказываться от всего одноразового. Вот моя боль — это пластиковая посуда. Конечно, экономия ресурсов от локального до глобального уровней, так и на бытовом, потому что у нас основная проблема твердых отходов именно на бытовом уровне. Но экономически это должно быть выгодно и для потребителя. Вот ты приходишь, берешь кофе в стаканчике, и ты приходишь со своим стаканчиком, ты платишь за этот кофе столько же, сколько и с одноразовым стаканчиком. Мышление, понимаете, мышление должно быть другое. Сделайте на 10 рублей дешевле. Люди пойдут со своими стаканчиками. Особенно с логотипом различных наших графических дизайнеров. Вообще это можно будет на национальной основе сделать, как приоритетное что-то. Кстати, мода тоже стала такой ориентированной на экологию. Вот, но некоторые бренды даже создают линейку одежды, которая сделана из переработанного там пластика или других переработанных материалов. Это даже модно становится. В общем, постепенно все-таки общество меняется. И вот как вы видите, сколько нам еще времени и что нам еще потребуется, чтобы мы вот перестроились полностью? По поводу модных тенденций, наверное, это один из таких вот базовых выходов — показать, что быть экологичным модно. Вот именно вот модно. И тогда люди вслед за этим потянутся. Я, например, пользуюсь, часть моей одежды, да, куплена в магазине из переработанных ресурсов. Кстати, например, вот эта рубашка куплена в магазине, который занимается тем, что из старых вещей делают новые вещи. Это у нас мы в России, мы поехал там в России или в других странах, мы покупаем эти магазины, в этих магазинах одежду. Но, допустим, у нас в университете, да, в отделении искусств, там была выставка как раз-таки из пластика, полиэтилена, да, побольше правильно сказать, было сделано платье. Они из мусора делали различные инсталляции. Там какие-то элементы одежды или прочее. Это просто выглядело крайне потрясающе, потому что мы смотрим на мусор как на то, что нам не нужно. А люди творчества, благодаря совершенно другим взглядам на жизнь, уже это хорошо, они посмотрели как на ресурс, который можно использовать, и можно в него вкладывать и вдыхать жизнь все больше и больше раз. Поэтому такая тенденция в Абхазии придет, но таким людям надо помочь. Да, дать определенный стартап для своего развития. Потому что чем сложно сразу заниматься переработкой, она затратна на первом этапе. Это технологично затратно. Только так.
Майя, спасибо большое за возможность пообщаться. Я надеюсь, что советы, которые вы дали нашим зрителям, они действительно на практике это все будут реализовывать. И это постепенно даст свои плоды. Спасибо.